يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. Последствия победы в битве при Бадре, выселение племени Бану Кайнук из Медины. Суфьян ибн Умейра и Умейр ибн Уах сидели в Аль-Хиджре у Каббы, вспоминая свое поражение при Бадре. Их охватили печаль и беспокойство. Умейр ибн Уах, чей сын был пленен посланником Аллаха, сказал Суфьяну: «Если бы не долг, который я не могу вернуть, и не дети, которые без меня пропадут, я бы поехал к Мухаммаду, чтобы убить его». Суфьян же ответил ему: «Я верну этот долг за тебя, твоя семья будет находиться вместе с моей, и я стану заботиться обо всех твоих близких». Тогда Умейр ибн Уах вернулся домой, вынул свой меч, обмазал его ядом и, взобравшись на верховое животное, двинулся в сторону Медины, города посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он был готов к убийству пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и спешил совершить задуманное. Когда Умейр ибн Уах прибыл в Медину и вошел в мечеть, то его увидел Умар ибн Аль-Хаттаб. Он воскликнул: «Это же враг Аллаха, Умейр ибн Уах! Клянусь Аллахом, он явился туда только с дурными намерениями», и схватил его. Умар вошел к пророку со словами: «О пророк Аллаха, сюда явился опоясанный мечом враг Аллаха Умейр». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Введи его, о Умар. На тот случай, если Умейр попытается напасть на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Умар приказал ансарам находиться рядом с посланником, а затем вошел и сам, держась за перевязь меча на шее Умейра. Пророк сказал Умару: «Оставь его, о Умар, оставь его». Умейр подошел и сказал: «Да будет ваше утро благословенным». Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Аллах обучил нас приветствию лучше этого. Аллах обучил нас говорить «Ас-салям», «Мир вам», что является приветствием обладателей рая». Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, спросил его: «Что ты делаешь здесь со своим мечом, Умейр?» Тот ответил: «Разве наши мечи избавили нас от чего-нибудь? Как они помогли нам в битве при Бадре, о Мухаммад?» Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Что же привело тебя сюда, о Умейр?» «Я пришел из-за своего сына, я хотел бы, чтобы ты хорошо относился к нему». «Только ради этого?» «Да, только ради этого», — ответил Умейр. Тогда посланник Аллаха сказал: «Нет, ведь ты сидел вместе с Суфьяном ибн Умейя возле Каббы, вспоминая о своем поражении при Бадре, а потом ты сказал: если бы не долг и мои дети, то я бы направился к Мухаммаду и убил его. А после этого Суфьян пообещал вернуть твой долг и позаботиться о твоих детях». Услышав это, Умейр ибн Уах воскликнул: «Я свидетельствую, что ты посланник Аллаха, клянусь Аллахом, об этом не знал никто, кроме меня и Суфьяна. Мы считали ложью те откровения, которые не спосылались тебе с небес. А сейчас я не считаю ложным ничего из того, что не спосылается тебе. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что ты посланник Аллаха». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел своим сподвижникам обучить его религии. А ведь Умейр ибн Уах пришел с целью убить пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Но Умейр принял ислам и прекрасно исповедовал его. Он вернулся вместе со своим сыном в Мекку и начал призывать жителей города к Аллаху, великому и всемогущему. Пришел, чтобы убить пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а в итоге уехал призывать к исламу и следовать за пророком. Таким образом, Аллах спасает своего пророка от того, кто хочет причинить ему вред или обхитрить его.
Племя Бану Кайнук – самое скверное из племен иудеев, которые жили по соседству с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Когда они увидели, что произошло при Бадре, что Аллах дал победу своему пророку, то они еще больше стали ненавидеть посланника Аллаха. Среди них жил иудей по имени Шас ибн Кайс. Он был весьма преклонного возраста и выделялся своей ярой ненавистью к посланнику Аллаха и его сподвижникам. Этот человек отправил одного юношу к ансарам, чтобы он находился в кругу сподвижников пророка и напоминал бы им о старых сражениях и о дне битвы при Буасе. Такова природа иудеев – вносить смуту среди верующих, действуя согласно девизу «разделяй и властвуй». Этот юноша стал посещать места собрания ансаров из племени Бану Ас и Бану Хазрадж. Он напоминал им в стихотворной форме о былых сражениях. Сначала ауситы вспомнили о прошлом, потом хазраджиты. И разгорелся спор. Они вспомнили дни былых битв. Один из них сказал противоположной группе: «Если вы хотите, мы снова начнем войну». И они договорились встретиться в определенном месте и сразиться. Взялись за оружие ауситы и хазраджиты, поддавшись провокаторам из племени Бану Кайнука. Об этом узнал пророк. Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, узнал, что ауситы и хазраджиты хотят сражаться друг с другом. Он пришел к ним и сказал: «О мусульмане, неужели вы еще прислушиваетесь к словам невежества, несмотря на то, что я нахожусь среди вас? И после того, как Аллах облагодетельствовал вас исламом и соединил ваши сердца». Вот так поступали люди из племени Бану Кайнука. Их скверные сердца распространяли между верующими яд. Когда же они узнали о победе, которую Аллах дал мусульманам в битве при Бадре, они сказали: «О Мухаммад, не обольщайся, что ты уничтожил курейшитов, неискушенных в военных делах. Если бы ты сражался против нас, то тогда бы ты увидел настоящих бойцов». Так говорили они, пугая предстоящим сражением. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, ответил им: «Примите ислам, пока вас не постигло то, что постигло их, курейшитов». Всевышний Аллах же не спаслал. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة أي في بدر. Видели ли вы, что произошло? Видели ли вы, как великий всемогущий Аллах помог своим рабам? Однако, разве понять это людям Бану Кайнука? Послушайте, что еще они сделали. Люди из племени Бану Кайнука торговали на рынках. У них был знаменитый рынок, на который к ним приходило много людей. Они торговали золотом, изготовляли оружие, у них было 700 воинов. В один из дней на их рынок пришла женщина, желающая купить у ювелира украшения. Иудеи захотели увидеть ее лицо, но она отказалась открыть его. Они настаивали, но целомудренная женщина не соглашалась. Тогда один из иудеев привязал ее одежду так, что когда она встала, ее тело обнажилось. Иудеи начали смеяться над ней. Тогда один из мусульман, присутствующий там, ударил ювелира и убил его. Иудеи же, в свою очередь, набросились на этого мужчину и избили его насмерть, несмотря на то, что он защищал честь этой женщины. Пророка, да благословит его Аллаха приветствует, оповестили об этом. Он сказал, что между ним и Бану Кайнука нет договора о мире. Оставив в Медине за старшего Абу Любабу и вручив знамя Хамзе, он направился к укреплениям иудеев. Мусульмане взяли в кольцо их укрепления, но иудеи не выслали своих воинов. Они испугались и спрятали в своих укреплениях. Пророк держал их в осаде 15 дней. Аллах внушил страх в сердца иудеев. И через 15 дней они сдались посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они не сражались ни одного дня. Все иудеи сдались на милость пророка. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, связал их всех. Когда же он обдумывал свое решение в отношении иудеев, за них заступился Абдуллах ибн Убейя ибн Салюль. Он сказал пророку: «Ты хочешь убить тех, кто является моими покровителями? 400 вооруженных мужчин и 300 мужчин в доспехах ты хочешь убить одним разом? Воистину, я опасаюсь дурных последствий этого. Оставь их, о посланник Аллаха, прости их». Пророк же отворачивался от него во время разговора. Абдуллах ибн Убейя принял ислам недавно, примерно месяц назад, и посланник Аллаха принял его заступничество, надеясь, что тот будет хорошо исповедовать ислам. Пророк простил всех иудеев, но приказал им покинуть Медину. Пророк выселил их всех, все они покинули город.
Племя Бану Кайнука переселилось в местность Азруа. Однако вскоре многие из них погибли. فخرجوا جميعا أجلاهم الرسول بنو قينقاع إلى منطقة بالشام اسمها أذرعات وهلك أكثرهم. Кааб ибн Ашраф был одним из наисквернейших иудеев по отношению к посланнику Аллаха и к мусульманам. Он хорошо умел складывать стихи и ругать в них мусульман, подстрекая людей выступить против них. Когда же он услышал о победе мусульман в битве при Бадре, его ненависть по отношению к мусульманам лишь увеличилась. О курейшитах он произнес следующее: «Они относятся к числу знатных арабов и являются владыками людей. Если же случилось это на самом деле, то лучше умереть, чем остаться на этой земле». Затем он направился в Мекку, где стал напоминать людям о поражении и подстрекать их подняться против мусульман. Он нанес обиды Аллаху и его посланнику. Даже жен мусульман он обидел своими словами и стихами. В один из дней пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся среди своих сподвижников и сказал: «Кто возьмется убить Кааба ибн Ашрафа?» Мухаммад ибн Маслама сказал: «Я сделаю это, посланник Аллаха. Будет ли позволено мне убить его?» Пророк ответил ему: «Да». Ибн Маслама сказал: «Тогда позволь мне сказать кое-что». Пророк ответил: «Говори». Тогда наряду с Мухаммадом ибн Маслама встает еще несколько человек-всадников. Встали Аббад ибн Башир и мужчина, называемый Абу Найля. Все они встали, выражая свое желание убить Кааба ибн Ашрафа. Мухаммад ибн Маслама был человеком умным. Он пришел к Каабу ибн Ашрафу и сказал: «Поистине, этот человек, он имел в виду пророка, потребовал от нас выплаты милостыни, чем поставил нас в трудное положение». Сказав это, он хотел показать, что для него якобы трудны некоторые положения в исламе. Это была хитрость. Затем Мухаммад ибн Маслама спросил: «Не одолжишь ли ты нам васк или 2 васка еды?» Кааб ибн Ашраф в ответ сказал: «Да, но вы должны оставить мне в залог ваших женщин». «Как мы оставим тебе наших женщин? Ведь ты самый красивый из арабов», — воскликнул Мухаммад ибн Масляма. «Тогда оставьте мне в залог ваших сыновей», — предложил Кааб. На что Мухаммад ответил: «Как мы оставим наших сыновей? Ведь придет день, и люди станут поносить их и говорить: такого-то заложили за васк или 2 васка еды. Что же вы оставите в залог?» Он ответил: «Мы оставим тебе наше оружие». Иудей согласился. Позже к нему пришел Абу Найля и сказал ему почти то же, что и Мухаммад ибн Масляма. Кааб поверил и Мухаммаду, и Абу Найле. Настал назначенный час. Была лунная ночь. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проводил группу верующих к укреплению, где находился один из старейшин иудеев Кааб ибн Ашраф. Его охраняли вооруженные люди. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проводил их до кладбища Аль-Баки Аль-Гаркат и сказал: «Идите с именем Аллаха и просите Аллаха о помощи». А затем он вернулся к себе домой и в течение ночи молился и призывал Аллаха им в помощь. Мусульмане достигли укрепления, где находился Кааб ибн Ашраф. Абу Найля своим высоким голосом прокричал: «О Кааб ибн Ашраф!» Тот спросил: «Кто это?» «Это я, Абу Найля». Жена Кааба ибн Ашрафа сказала ему: «Горе тебе, куда же ты пойдешь в это время?» «Пойду к ним», — ответил Кааб. Жена сказала ему: «Я слышу голос, которого капает кровь». Кааб же возразил ей: «Это же мой друг Абу Найля, а с ним мой друг Мухаммад ибн Масляма». Кааб ибн Ашраф поверил и спустился к ним. А Абу Найля еще до этого сказал своим сотоварищам: «Не приближайтесь к нему, пока я не смогу дотронуться до его головы». Когда Кааб ибн Ашраф, Абу Найля и ибн Масляма в эту лунную ночь отдалились немного от укрепления и пошли дорогой, которой никто не ходил, Абу Найля сказал Каабу ибн Ашрафу: «Что же может быть прекраснее запаха, исходящего от тебя?» Кааб ответил: «Да, это самые лучшие благовония. Позволишь ли ты понюхать их мне?» — спросил Абу Найля. «Да». Тогда Абу Найля провел рукой по его голове, понюхал ее и воскликнул: «Что же может быть прекраснее этого аромата?» Через некоторое время Абу Найля снова спросил: «Позволишь ли ты мне послушать этот запах еще раз?» Кааб согласился. Тот положил руку на голову и понюхал еще раз. В 3-й раз Абу Найля провел рукой по его голове и тут же позвал мусульман. Они набросились на Кааба, били его до тех пор, пока не убили, а затем отрубили ему голову. Враг Аллаха погиб, но перед смертью он закричал так, что его услышали иудеи во всех своих укреплениях и стали зажигать огни. Сподвижники заторопились.
Однако один из них был ранен случайно другим мусульманином. Они поспешили к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха ждал их. Группа же еще издали начала восхвалять Аллаха. Аллах велик, Аллах велик. Когда их услышал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, он начал возвеличивать Аллаха с ними, присоединился к ним, говоря: Аллах велик, вы преуспели, Аллах велик, вы преуспели. Ему ответили: и ты, о посланник Аллаха. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, осмотрел раны того сподвижника, который был случайно ранен. Затем призвал Аллаха ему в помощь и провел по ране рукой. Рана зажила, как будто ее и не было. Об убийстве Кааба узнали иудеи. Они поняли, что такое воздаяние ждет каждого, кто будет обижать Аллаха и его посланника. Да благословит его Аллах и приветствует. Как сказал Аллах в Коране, среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом. Курейшиты же испытывали зависть и боль из-за своего поражения при Бадре. Чтобы увеличить боль и усилить желание отомстить, они даже запретили друг другу плакать. Наибольшую активность в этом проявлял Икрима ибн Абу Джахаль, чей отец был убит в битве при Бадре, и Суфьян ибн Умейя, у которого были убиты отец и брат, а также Абу Суфьян ибн Харб и другие. Они разжигали в людях чувство мщения за смерть их соплеменников при Бадре, и даже подготовили караван, который смог уйти во время битвы при Бадре под управлением Абу Суфьяна. Они подготовили этот караван, чтобы истратить его богатство на сражение против Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует и его сподвижников. В этом караване было 1000 нагруженных верблюдов, и на вооружение войска они потратили 50 тысяч динаров. Все это они подготовили, чтобы сражаться против пророка и его сподвижников. А об этом Аллах ниспослал следующие аяты. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Также курейшиты направили к другим племенам поэтов, которые подстрекали их к сражению и к мести. Таким образом, в Мекке собралось около 3000 воинов. Все они желали смерти пророка и его сподвижников. Их сердца были переполнены завистью и ненавистью, они желали мести. Также было подготовлено 3000 навьюженных верблюдов, снаряженных для поездки, 200 всадников и 700 доспехов. Все это огромное войско было собрано для сражения с посланником Аллаха и его сподвижниками. Тронулось это войско под руководством Абу Суфьяна в Медину. Всадниками руководил Халид ибн Уалид и Икрима ибн Абу Джахаль. Они двинулись в Медину, чтобы убить пророка и его сподвижников. Об этом узнал дядя пророка, Аббас, который скрывал принятие им ислама. Он написал письмо и отправил с ним гонца к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы оповестить его о наступлении курейшитов в таком-то количестве и под руководством такого-то и такого-то. Поспешил посланец. Он нашел пророка в мечети Куба и вручил ему послание от его дяди Аббаса ибн Абдуль-Мутталиба. Гонец, которого послал Аббас, достиг Медины. Он принес послание, сообщающее о желании и решительности курейшитов сразиться с пророком и его сподвижниками. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, собрал некоторых сподвижников и сообщил им об этом.
Жители Медины провели в ожидании начала войны целый год. Отряд мусульман, среди которых были Саад ибн Муаз, Усейд ибн Худайр и другие, каждую ночь охраняли пророка. Другие же сподвижники выходили на разведку. В Медине была всеобщая готовность. Люди были готовы к войне и даже ночью ложились спать с оружием. Тем временем войско курейшитов из Мекки медленно приближалось. Они достигли местности Аль-Абва. Это было тем самым местом, в котором погибла мать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Амина. Пусть будет доволен ею Аллах. Узнав об этом, Хинд бинт Утба, жена Абу Суфьяна, захотела раскопать ее могилу. Однако старейшины курейшитов запретили ей делать это, дабы не стало это обычаем среди арабов. Войско приблизилось к Медине и остановилось у горы Ухуд. Разведка сообщила об этом пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк собрал некоторых своих сподвижников для совета. Он хотел посоветоваться с ними, как поступить дальше. Он сказал им: «Я видел видение, я видел, как резали коров, и я видел зазубрину на своем мече, и я видел, как просунул свою руку в прочную кольчугу». Сподвижники спросили его: «Как ты его объяснишь, о посланник Аллаха?» Он истолковал сон так: коровы — это сподвижники, которым было предопределено умереть. Зазубрина на мече означает смерть одного из сподвижников, являющегося членом его семьи. Кольчуга — это Медина. Пророк посоветовал им не покидать Медину, оставаться в ней, защищая себя от врагов. Однако поднялись несколько сподвижников, которым не удалось принять участие в битве при Бадре, и сказали: «О посланник Аллаха, мы ждали подобного случая и просили Аллаха об этом. И сейчас мы не выйдем против них? Клянемся Аллахом, мы выйдем против них». И также Хамза, да будет доволен им Аллах, сказал: «О посланник Аллаха, мы непременно выйдем к ним, будем сражаться с ними нашими мечами и убьем их». Многие мусульмане захотели выйти из Медины и сражаться против многобожников, и посланник Аллаха согласился с мнением большинства. Он, да благословит его Аллах и приветствует, совершил с ними пятничную молитву, обратился к ним с увещеваниями и призвал их к джихаду. На послеполуденной молитве собрались в полной готовности все те, кто решил отправиться на сражение. Пророк вошел в свой дом, чтобы подготовиться к сражению, одел свою кольчугу. Как только он вышел из дома, к нему пришли сподвижники из ансаров, чтобы извиниться и сказать, что они согласны с его мнением о необходимости остаться в Медине. На что он ответил: «Не пристало пророку снимать доспехи, когда он уже надел их, пока Аллах не рассудит между ним и его врагами». Посланник Аллаха разделил войско на три отряда: отряд мухаджиров, знамя которого нес Мусаб ибн Умейр, отряд ауситов, знамя которого было у Усейда ибн Худайра, и отряд хазраджитов, знамя которых было в руках Хабаба ибн Музнира. Войско ислама двинулось в путь, не желая ничего, кроме довольства Аллаха и последней обители. Исламское войско тронулось в путь. В этом войске было 1000 снаряженных бойцов, которые желали сражаться на пути Аллаха. К пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришли юноши, чтобы попросить его разрешения участвовать в сражении. Он не позволил им по причине их малого возраста. К пророку, да благословит его Аллах и приветствует, также пришли Рафи ибн Хадидж и Самура ибн Джундуб. Они тоже желали пойти на джихад вместе с посланником Аллаха, но пророк им также не разрешил из-за их юного возраста. Тогда Рафи сказал: «О посланник Аллаха, я искусно владею стрельбой из лука. Если я пускаю стрелу, она попадает в цель». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, испытал его. Увидев, что он действительно превосходно стреляет из лука, посланник Аллаха разрешил ему участвовать в сражении. После этого пришел Самура и воскликнул: «А я, о посланник Аллаха, Рафи хорошо стреляет из лука, но я сильнее его». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел им побороться. Он увидел, что Самура действительно сильнее и подготовлен к сражению, поэтому разрешил и ему принять участие в битве. Он разрешил принять участие в джихаде 2 юношам, которые были самыми молодыми бойцами. Итак, войско из 1000 бойцов тронулось в путь. В дороге они встретили хорошо вооруженный отряд, который пожелал присоединиться к мусульманскому войску. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Кто эти люди?» Ему ответили: «Это иудеи из числа союзников племени Хазрадж. Они желают принять участие в битве». Посланник Аллаха спросил сподвижников: «Приняли ли они ислам?» «Нет, о посланник Аллаха», — ответили они. Тогда он сказал: «Воистину, Аллах не нуждается в них, мы не будем прибегать к помощи немусульман».
Мы не будем прибегать к помощи многобожников. Пока они не примут ислам, не уверуют. Сподвижники объяснили им, что пророк хочет сражаться на пути великого Аллаха только в составе верующих, искренних людей. Вскоре войско мусульман приблизилось к войску мекканцев. Именно здесь Абдуллах ибн Убай, глава лицемеров, пожелал вызвать смятение и расстройство в рядах мусульман. Он начал убеждать своих друзей и соратников вернуться назад, внушая им мысль об их слабости. Он сказал пророку: «Воистину, я возвращаюсь, и со мной вернутся те, кто пожелает». Вместе с ним вернулась назад треть всего войска. Эта часть войска решила повернуть назад. 300 бойцов под предводительством главы лицемеров покинули войско мусульман. Это была значительная потеря. Почему они струсили? Потому что были лицемерами, и лицемерие укрепилось в их сердце. Даже группа из хазраджитов и ауситов, увидев то, что произошло, чуть было не ушли вместе с лицемерами. Но Аллах укрепил их дух. لما رأتا هذا الذي حصل كادت أن تنسحب مع المنافقين لولا أن الله ثبتهما إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Аллах укрепил их веру. В итоге из 1000-го войска осталось 700 бойцов. Ситуация осложнилась. По дороге мединское войско прошло по саду одного из лицемеров. В это время Абдуллах ибн Убайя же подстрекает людей покинуть войско, вследствие чего происходит раскол среди воинов. В это же время войско проходит по саду одного лицемера. Этот лицемер, по земле которого прошло мусульманское войско, начал бросать воинов землей, говоря: «Я не разрешаю вам входить в мой сад». Вот лицемеры уже начали проявлять себя. Сподвижники обратились к пророку: «О посланник Аллаха, убить ли нам его? Оставьте его, так как слепо и его сердце, и его глаза», — ответил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Абдуллах ибн Харам, да будет доволен им Аллах, пошел за войском лицемеров. Пошел за Абдуллахом ибн Убайей ибн Салюлем, говоря: «О Абдуллах, что же ты делаешь? О люди, что вы делаете? Идемте, сражайтесь на пути Аллаха, или хотя бы защищайтесь, защищайте нас». Абдуллах ибн Убайя ибн Салюль отвечал Абдуллаху ибн Хараму: «Если бы мы знали, что вы будете сражаться, то последовали бы за вами. Но мы знаем, что сражения не будет». Когда он увидел приближение смерти, то стал искать причину, дабы избежать участия в сражении. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. Войско мусульман очистилось от многобожников и лицемеров. Все лицемеры покинули ряды. Осталось всего 700 воинов, но воинов искренних. Когда пророк достиг местности у горы Ухуд, он начал расстановку сил, мобилизовал и подготовил войско. Из войска он отобрал 50 лучников. Он приказал им обосноваться на горе, и во главе группы он поставил Абдуллаха ибн Джубейра, повелев им ни в коем случае не оставлять свое расположение. «Оставайтесь на своих местах, чтобы не случилось. Даже если вы увидите, что нас клюют птицы, то есть увидите, что мы погибнем, не оставляйте свои места. Если вы увидите, что мы победим их, они начнут убегать, а мы начнем собирать военную добычу, не оставляйте свое расположение, пока я не пошлю за вами». Так предостерег их пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он наказал им не оставлять этой горы, так как они охраняли тыл мусульманского войска. Затем пророк направился к войску и разделил его на правый фланг, во главе которого был Мунзир ибн Амр, и на левый фланг, во главе которого был Аз-Зубейр ибн Ауам. Самых смелых людей он разместил в первых рядах, дабы те защищали мусульман. Каждый воин ислама равнялся 1000 иным воинам. Да, их численность была меньше по сравнению с многобожниками. Да, у них было меньше оружия. Да, они были менее подготовлены. Однако их вера была намного сильнее. Таким образом, пророк подготовил свое войско для сражения с многобожниками. حشد الكفار حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عبأ الجيش
الجيش وهيأ الرجال أمر الرماة أن لا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال التقى الجيشان والنصر بدا مثل بدر الليل ساعة. Перед началом сражения пророк, да благословит его Аллах и приветствует, принялся воодушевлять сподвижников, подготавливать их к сражению. Он вытащил свой острый меч и обратился к ним. «Кто возьмет этот меч?» «Мы возьмем его», — ответили сподвижники. Пророк повторил: «Кто возьмет этот меч по его достоинству?» Сподвижники замолчали, отозвались только самые смелые из них — Али Умар и Аз-Зубейр. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто возьмет этот меч по его достоинству?» Тогда воскликнул Абу Дуджана: «Каковы его условия, у посланника Аллаха? Каковы условия этого меча?» Пророк ответил: «Бить лица врагов, пока он не согнется». То есть, пока не согнется этот меч. Абу Дуджана сказал: «Я возьму его, о посланник Аллаха». Пророк отдал его Абу Дуджане. Тот обвязал свою голову красной повязкой и начал горделиво ходить между рядами. Он держал в руках меч посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и горделиво вышагивал между людьми. Когда его увидел пророк, он сказал: «Аллах не любит все случаи, когда люди ходят так, кроме случаев, подобных этому». На противоположной стороне стоял противник мусульман, Абу Суфьян ибн Харб. Он тоже выстраивал войско. Он был предводителем всего войска. Справа главным он поставил Халида ибн Уалида, а слева главным поставил Икриму ибн Абу Джахиля, а главным над пехотой поставил Сафуяна ибн Умейю. Изумительно то, что впоследствии все эти 4 человек приняли ислам. Он мобилизовал свое войско и разделил его на отряды. Затем Абу Суфьян попытался расколоть ряды мусульман. Он сказал: «О люди! О люди! Оставьте нас наедине с нашими племянниками. Мы не желаем сражаться с вами». Таким образом, он хотел расколоть ряды мусульман. Ансары же резко, но достойно ответили ему. Тогда встал Абу Амир, который был нечестивцем. Он был из племени Аус и примкнул к многобожникам. Он направился к своему племени, к ауситам, и сказал: «О ауситы, я Абу Амр». Он был тем человеком, к мнению которого прислушивались. Они же ответили ему: «Да не принесет Аллах благо тебе и проклянет, о нечестивец». Он сказал: «После моего ухода мое племя постигло зло», а затем присоединился к многобожникам. Они пытались расколоть ряды мусульман, но не смогли сделать этого. Подготовилось войско многобожников, и в его составе было 3000 воинов. Приближалось время начала сражения. Вскоре начнется битва. Каждая из двух сторон желала победы, однако великий и всемогущий Аллах был вместе с верующими. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.